Наталья Черепкова, скрипка Моцарта. Игрушечная скрипочка из фанеры. Единственный музыкальный инструмент, который я держала в руках. Ее мне сделал соседний мальчишка, Илька Фридзе, будущий Моцарт. Он мог бы стать Моцартом. У Ильки была тщедушная тельце, огромная голова и очень длинные тонкие музыкальные пальцы, которыми он легко зажимал струны самой настоящей, волшебной скрипки. Я с самого начала знала, что скрипка волшебная. Как только увидела порхающий смычок в нескладных руках 10-летнего ребенка. Этой рукой водил сам ангел. А у меня нет слуха. Наверное. Так проще объяснить, почему я не выучилась играть ни на одном музыкальном инструменте. Мне 8-летней, старшей в семье, нужно было помогать матери, у которой кроме меня было еще 3 ртов. Нельзя было и мечтать о скрипке. Вот тогда добрый Илька и сделала для меня эту скрипку. Сделал своими тонкими музыкальными пальцами и, улыбаясь во весь свой щербатый рот, сказал: «Играй, Варька, играй». И с тех пор я играла 40-ю симфонию Моцарта вместе с Илькой Фридзем. Он по-настоящему на своей волшебной скрипке, а я, притаившись где-нибудь поблизости, на своей молчаливой игрушке. Почему-то Илька всегда меня видел. Улыбался, кивал головой, подмигивал. «Играй, Варька, играй!» Он кричал мне это, когда шел в толпе жалких, обреченных людей, шел молча, понурив голову, ложив свою худую руку в сухую ладонь матери, а в другой его руке не было скрипки. Ее отнял очкастый немецкий офицер, еще на пороге в гетто. А я брела по тротуару и несла бедному Ильке свою молчаливую, бестолковую игрушку, чтобы ему не было одиноко. Илька увидел меня, вскинул голову и звонко, непривычно звонко закричал: «Играй, Варька! Играй, слышишь?» И я, повинуясь его пронзительному голосу, вдруг скинула скрипку к плечу и заиграла. Я играла, пока евреи шли по городу к вокзалу, пока они обреченно грузились в товарные вагоны, пока их страшный поезд не скрылся за горизонтом. Я играла для Ильки Фридзена, моего друга, маленького гения, моего волшебного Моцарта.